Для будущих чемпионов руководители 3 районов республики получили ключи от новеньких автобусов. Транспорт передадут спортивным школам и секциям. Долгожданный подарок удалось преподнести благодаря социальному партнерству. Глава Коми Владимир Уйба договорился с ПАО «Газпром» о выделении денег на приобретение транспорта. Какие муниципалитеты теперь с легкостью смогут доставить детей на соревнования, расскажет Наталья Юрина. 3 новеньких автобуса пока стоят в ряд на парковке. Совсем скоро они отправятся в Карткировский, Усть-Вымский и Ижемский районы. Там их ждут с нетерпением начинающие спортсмены, которые готовы покорить пьедестал. Рад приветствовать вас от имени главы Республики Коми Владимира Уйба. Мне выпала очень почетная миссия передать спортивным школам республики новые автобусы. И вот долгожданный и приятный момент для представителей районов – передача ключей. Какой именно автобус отправится в их район, пока не знают. Станет известно через пару минут. Такой подарок удалось преподнести благодаря социальному партнерству между правительством республики и ПАО «Газпром». Это замечательное событие. Одна из наших основных проблем – доставка детей на соревнования из сельских поселений. Благодаря таким компаниям, как «Газпром», которые в данном направлении нам конкретно с этими автобусами помогают, такие вопросы решаются. Это очень отрадно, что у нас появляются социальные партнеры, которые в непростое время позволяют нам решать проблемы. Каждый район столкнулся с такими трудностями. Для доставки спортсменов на соревнования в Усть-Вымском районе одалживали автобусы школьные. В Ижемском и Карткировском районах использовали неудобный и малогабаритный транспорт. У нас есть на балансе наших спорторганизаций и учреждений культуры «Газели». Им, конечно же, всем очень много лет. Много туда людей не посадишь. Как правило, там несколькими машинами. Родители везут на своих машинах детей. То есть это все так дезорганизовано и, самое главное, небезопасно. Проблема с доступностью транспорта для спортсменов была озвучена общественниками на одном из заседаний исполкома межрегионального движения Коми-народа «Коми-Войтер», на котором присутствовал Владимир Уйба. Один из вопросов на одном из исполкомов были вопросы спорта. И этот вопрос стал, как говорится, ребром, что есть такая потребность. Если школы мы обеспечим автобусы, то спортивные школы, то же самое учреждение образования получается, они получается за бортом. Теперь проблем с выездом на соревнования не будет, считают в муниципалитетах. В Усть-Вымском и Карткировском районах автобусы передадут в спортшколы. В Ижемском планируют аудиторию пассажиров расширить. Мы его всего скорее передадим Ижемский РДЦ, это районный центр Дома творчества детей, где также занимаются у нас и физкультурой, и художеством, и другими видами деятельности. То есть он будет у нас разносторонний, то есть по всем направлениям будет реализовываться. У нас есть спортивная школа, учреждение, поэтому у нас их несколько, но они очень дружно живут. И я думаю, они найдут возможность, как по очереди его использовать. Конечно же, хотелось бы, чтобы у нас такие автобусы появлялись еще и еще. Автобусы на 26 мест в самый раз не только для спортсменов, выступающих за себя, но и для команд. Для безопасности пассажиров предусмотрены 4-точечные ремни безопасности, ограничитель скорости движения до 60 км в час, блокировка начала движения при незакрытых дверях, а также заниженная автоматизированная подножка, которая выдвигается при открытии дверей. Если честно говоря, детки давно уже ждали такой автобус. Я думаю, что очень хорошее такое будет начало для старта большого. Очень удобно, кстати, довольно-таки. А главное, безопасно, самое главное. Автобусы уже отправились в свои районы. На месте уверены, что новых маршрутов им долго ждать не придется. Наталья Юрина, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.